Курс рубля может укрепиться после публикации данных по занятости в США, которые выйдут в пятницу, так считает аналитик инвестиционной компании Golden Hills Capital Михаил Крылов. Прогнозы пока они позитивные, но если данные будут плохие, значит, что ФРС может повысить ставки и не в сентябре, а позже у рубля при этом появится шанс в борьбе против доллара. В целом же доллар-рубль по-прежнему зависит от цен на нефть. И на 6-часовых графиках Brent хорошо видно, что консолидация цен пока идет по тому же сценарию, что в период с 27 июля по 3 августа. Это значит, что сильного снижения нефти не надо ждать до конца этой недели, но при этом она уже обновила годовые минимумы. Среди факторов ослабления рубля аналитики называют решение Центробанка снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Как говорится в сообщении регулятора, сейчас риски, связанные с замедлением экономического роста в России, превышают инфляционные. Аналитики подчеркивают, что уменьшение ставки уже рынком учтено. Также по данным ЦБ есть высокая вероятность того, что в течение продолжительного времени цены на нефть не поднимутся выше $60 за баррель. Теоретически регулятор может поддержать рубль, продавая валюту, однако эффективность этого инструмента сейчас ограничена, подчеркивает Михаил Крылов. Внутренних факторов не так много. Это прежде всего стабильность валютных резервов, это есть рост макроэкономики, этого нет, в ближайшее время не будет, по крайней мере, теми темпами, которые могут поддержать валюту, укрепить ее. И интервенция Центрального банка, но они бессмысленные. Если ЦБ будет проводить интервенцию, то вырастет мыльный пузырь, который в итоге лопнет, поскольку цены на нефть сейчас достаточно низкие, они около 49,5, а не 65, как были 16 декабря 2014 года, то нет смысла вмешиваться для регулятора в валютный рынок. Надо дать рынку самому нащупать дно. Добавлю, с начала мая рубль ослабел по отношению к доллару и евро почти на 20%.